Звон – гэта голас Божы, малітва ў бронзе. Шматлікія пакаленні званароў на працягу стагоддзяў удасканальвалі тэхніку звону, стваралі новыя варыяцыі, непадобныя ні на што іншае ў свеце гукаў. Гэта такая ж неад'емная частка нацыянальнай спадчыны, як пеўчае мастацтва, іканапіс, дойлідства. Можно сказать, что лицо храма – это иконостас и святые иконы. Душа храма – это молящиеся сердца, это все вы, собирающиеся в воскресные и праздничные дни прославить Бога. А голос храма – это кампаны или колокола. Доўгі час на Беларусі не было магчымасці набываць званы. Маўклівая звонніца, як патухшая свечка. Боская сіла і народны розум вырашыў гэтае становішча. Около 7 лет назад в здании напротив собора Петра и Павла у нас был офис. И окна выходили прямо на колокольню. И каждый день мы видели звонаря, который молотком стучал по рельсе. Просто не было на церкви не было колоколов. Ну и как-то пришла мысль такая в голову – подарить колокола. И на самом деле мы не единственные, кто помогает храму. Очень много людей здесь. Кто-то пол положил, кто-то дверь подарил, кто что мог. Гучанне чыгуначнай рэйкі залежыць ад яе памераў, ад вугла эмоцый удара і ад таго, ці шмат малаток б'е ў адну і тую ж кропку. Самыя зайграныя даюць гук незвычайнай чысціні і прыгажосці. На Беларусі званы сталі вядомыя хутчэй за ўсё з 11 стагоддзя. Менавіта да гэтага часу адносіцца першае літаратурнае згадванне аб гэтым інструменце. Першы ўспамін аб званах на старажытнай Беларусі сустракаецца ў трэцім наўгародскім летапісу і датуецца 1066 годам. Прапраўнук княгіні Рагнеды, полацкі князь Усяслаў Брачыслававіч, каб паказаць славу і веліч полацкай зямлі, заваяваў Пскоў, Смаленск і Новгарад. У якасці ваеннага трафея ён захоплівае званы Вялікага Новгарада і упрыгожвае імі Свята-Сафійскі сабор Полацку. І колакалы Сіма ў святыя Софіі, і панікадзел Сіма. А потым на Беларусі атрымліваюць пашырэнне майстэрні, у якіх выраблялі званы. Такія майстэрні называліся людвісарні. У другой палове 18 стагоддзя вядомая людвісарня працавала ў Вільні. Акрамя гэтага былі яшчэ людвісарні ў Нясвіжы, у Быхаве, у Магілёве, у іншых буйных беларускіх гарадах. Дык вось віленская людвісарня, адна з віленскіх людвісарань другой паловы 18 стагоддзя, у якой гаспадарылі бацька і сын Гапановічы ці Апановічы, і з яе паходзіць некалькі званоў. У тым ліку і вось гэты звон. На ім знаходзіцца надпіс, гэта 1775 год, час, калі ён быў адліты, а таксама выява святога Антонія, які трымае на руках маленькага Христа. В Красном находится колокол завода Бренгоша, 19 век. Значит, ну, предположительно, где-то порядка 100 пудов весом, это тонна 600 килограммов. Бас у колокола, низкий голос очень хороший, такой красивый. И вообще там язык интересный, составной, то есть язык явно старый, как бы из двух частей состоит. Штырь, а внизу такой само яблоко, оно гибкое немножко, то есть оно качающееся, двигающееся. Я такого языка тоже как бы не видел. И почему там колокола эти сохранились? Это была Польша до 1939 года, то есть та территория. И поэтому храм там, по-моему, не закрывался, и колокола сохранились, потому что после революции на колокола были такие жестокие гонения воздвигнуты.
з архіваў НКВД от 6 снежня 1929 года. Совершенно секретно. Колокольный звон, производимый на всю данную округу церковниками, резко противоречит принципу отделения церкви от государства, мешает труду и использованию трудящимися его отдыха. Необходимо нашим правительственным органам встать на путь применения в отношении к церковному звону запретительных мер. 10 червня 1929 года гук званоў быў забаронены паўсюдна. У другой палове 18 стагоддзя на дальнім шэрагу гарадоў, беларускіх гарадоў магдыбургскага права, званы звычайна размяшчаліся на гарадскіх ратушах. І у асобных выпадках пазбаўленне звана, вось такого галоўнага звана горада, гэта было такім страшным вялікім пакараннем гораду. Вядома, напрыклад, што званы былі зняты з гарадской ратушы ў Віцебску пасля забойства Іасафата Кунцэвіча, калі масавыя казні там адбыліся з гэтай нагоды, у гэтай сувязі, і былі зняты таксама званы. У 1930 годзе прымаецца пастанова аб выкарыстанні звонавага металу для чаканкі разменнай манеты. Так будавалася грашовая палітыка савецкай улады. У 1934 годзе разнарадка на Беларусь составіла 150 тонн. Тую колькасць звановага лому, якая атрымалася ў выніку гэтай дзяржаўнай акцыі, пераапрацаваць не было ніякай магчымасці. У дзяржаве не хапала ні вытворчых сродкаў, ні адпаведных тэхналогій. Паміж гэтымі кадрамі мінула амаль 70 год. Быў час знішчаць званы, падышоў час адліваць іх зноў. Быў час рушання веры, падышоў час яе адраджэння. В церквях брали старые колокола, отливали модели алюминиевые, и по ним потом уже доводили мы. Первый колокол, это получился, в простонародье говорят, чугунок. Звук глухой был. Представляете, вот по чугунку, если даже чугунному или алюминию ударить, какой звук. То есть низкий и дребезжащий. Наиболее такой оптимальный состав – 82% меди чистой и 18% олова. Наиболее качественное звучание и необходимая прочность колокола. Чем больше процент олова, тем лучше звучание колокола, но увеличивается его хрупкость. И пишут ученые люди XIX века, что если процент олова в колокольной бронзе составит 30 и более процентов, от удара языка колокол разбивается, как хрустальное стекло. То есть звук становится божественный, но прочность нулевая. Нормальное звучание колокола, и вот когда языком бьешь по колоколу, то есть должно быть 15 секунд, то есть считается норма. 15 секунд амплитуда колебаний идет звука. Вот. У нас по минуте есть. Как запроектировать колокол? При весе 100 килограмм какой должен быть диаметр этого колокола? Какой у колокола должен быть язык? Вес языка составляет, как правило, 5% от веса колокола. Двухтонный колокол, 100-килограммовый язык. Я на двухтонном колоколе подошел так за язык, попробовал потянуть не язык ко мне, а я к нему пошел. А на колокольне Иван Великий там висит 60 тонн колокол. И мой сын Сергей, он побыл там с главным звонарем Кремля. Там, говорит, 5 или 6 человек берут и раскачивают его минут 15-20, пока первый удар.
вот это боевое кольцо, которое стучит колокол, для того, чтобы не разбить, язык должен ударять вот в эту часть. И ударять он должен быть центром массы языка. Центр массы – это не геометрический центр, это уже найденная точка. Если взять по одной модели, заформовать несколько колоколов и отлить металлом из одной плавки, то каждый колокол будет иметь свои оттенки звучания. Я тоже долго ломал голову, почему получается. То есть вот ставим 3 колокола, один обработаем, то есть, ну, чуть-чуть есть разница. Вот. Дело в том, что все зависит от разницы температуры. То есть, когда вот заливаешь, начинаешь заливать колокола, металл тоже остывает потихонечку. И вот первый заливается, ну, не перегретым металлом, но горячим металлом. И вот когда очередь доходит до второго и третьего, то есть, ну, то есть за счет разницы температур металл остывает. И вот поэтому это сказывается на звучании колокола. 3 дня он остывает вместе с землей. Боевое кольцо или кольцо боя, ударное кольцо, музыкальное кольцо, сковорода и корона. Вся мелодия колокола создается вот в этом вот музыкальном кольце. И если его есть такой метод озвучивания колоколов, если его подтачивать изнутри, то можно, ну, как бы настроить колокол, то есть немножко изменить тональность колокола. Орнаменты, надписи, иногда заказчик лики заказывает. В общем, словом, это называется изукрасы. В честь какой иконы назван храм, обычно такую икону хотят видеть на своем главном колоколе. Все это делается действительно вручную для каждого конкретного колокола. Иногда с текстом наносится молитва или имена дарителей. И надо, конечно, все это учитывать, чтобы сам колокол в конечном итоге смотрелся хорошо. Вообще это очень такой серьезный культовый предмет. Все старые колокола очень много внимания уделялось именно внешнему виду. Прыватнае прадпрыемства «Адменнае ліццё» было створана ў 1995 годзе. І назва яго не самарэклама. Ліццё сапраўды выдатнае. Званы, што адлітыя тут, званяць у шматлікіх краінах. І вядома ж, на Беларусі. Нездарма прадпрыемства ўзнагароджана прэміяй за духоўнае адраджэнне. Это вот Барановичи поедет колокол. Сейчас 830 килограмм. Прежде чем лить колокола, мы же владыке показывали. Раз показали, он сказал: учитесь. Второй. Только на 4-й раз он сказал: да, вот сейчас я вас благословляю. Но здесь одно должно быть непременное условие. Значит, я к этому тоже как-то относился сразу не очень, в общем-то. То есть, когда стали пробовать колокола, были и некрещенные люди, были, которые любили выпить, в общем-то, вот. И тяжело поверить в это, в общем-то. Вот пока мы от этих людей не избавились, то есть у нас не пошли колокола. Сейчас колокола льют только крещеные. Есть католики, есть православные, но все крещеные люди. Конечно, первое, что сделали, пошли к духовному отцу, чтобы он как бы просветил, как это должно быть. И он мне тогда сказал, очень серьезно за меня взялся, это я как раз на Петропавловский собор и делал тогда колокол. И он меня заставил, ну как заставил, он мне предложил выдержать 30-дневный пост, потом исповедоваться и только тогда начать работу. Вообще в иконописи именно такой подход нужен. Откинуть от себя все мысли, прочесть молитву, только тогда браться. Это нельзя подбежать и вот так вот заняться. Настрой должен быть. Настрой должен быть, иначе это не передастся. Это надо несколько раз увидеть, как понять, как люди относятся к этому ко всему. Причем они ж не знают, кто это сделал, они не знают никаких персонажей, которые участвовали в этом процессе. Никто же это не афиширует. Но само отношение людей к конечному вот этому вот большой работе, оно очевидно, и это очень сильно вдохновляет.
Когда в Минске наконец-то начали звонить колокола, у меня было впечатление, что у города наконец-то душа появилась. Потому что когда я был маленький, там, в том же Вильнюсе или еще где-то, когда я слышал колокольный звон в городе, для меня это шок был. И мне это жутко нравилось. А когда в городе у нас это начало происходить, это, конечно, мой взгляд на этот город изменился сразу. И раз. И что это нам дает? Это ты можешь приделать за такт в конце. Дошел такт? Раз. И два. И три. И четыре. И раз. Когда с земли я слушаю твой звон, ты наверху. Так мне еще кажется, он еще и разнообразно. Не то, что там каждый раз там квадратно так, деревянно отзвонил, а еще и там какие-то варианты есть. Это же хорошо. Понимаешь? Ну, дальше. Люди в церковь, приходите в церковь. Люди в церковь, приходите в церковь. Ну так вот, не вставляй мне там никаких дополнительных усложнений. Давай. Помедленнее только, еще помедленнее. Отчего у тебя все время залипает языки вот так? Он так противно скрежещет вот так вот. А почему он не поет вот так вот? А? Ну, отпускай его. Отпускай его. Боюсь. Боюсь. А что ты тут такое намотал? Что ты тут не то намотал? Столько не надо, я же тебе как говорил. Вниз правым, большим пальцем вниз. Хватаешься за левый колокол и все. И все получится. Вот за уши сейчас возьму, руки у меня холодные, пересечка в начале, потом в середине двойные удары, в конце пересечка. Школа звонарей существует не первый, не второй год. Звонарь – профессия, сложная профессия, требующая от звонаря, кроме умения, еще нужно особое душевное состояние. Это молитва в колоколах, это призыв людей. Поэтому сам от себя это очень сложно, без помощи Божьей. Колокол объединяет своим рождением, жизнью огромное количество людей. Вот это, в первую очередь, явление нашей духовной жизни. И они связывают, вот, распространяя свой звон, окрест, старинное древнее слово, обозначающее распространение по 4 ветрам, в 4 стороны света. Вот. И действительно они окрест распространяют звон, потому что невидимые в воздухе колебания можно увидеть, превратив их в водяные. Получается 4. Да. Там разбивается, классно. Ну, 2 ведра воды, какое счастье. А я музыкант по профессии. Вот. И как бы звуковая сфера меня особо интересует. Где-то подпольными методами, конечно, так обучаются звонари, но когда это организовано, вот, когда работают профессионалы, это очень здорово. Нас приглашают раз в 5 лет в Ярославле, проводится конкурс звонарей. Насколько смог, прозвонил быстро. Первое место занял. Колокол звучит не нотой, а целым аккордом разных нот. Если правильная развеска, если звуковое кольцо выше или ниже уровня головы, то не было случаев. Вот я уже звоню не первый год, и на разных колокольнях, и 72 тонны, и вот у нас постоянно никаких проблем со слухом. Со мной такое было первый раз, может, я уже сейчас привык. Там я
Во-первых, не мог говорить. Мои голосовые связки в тон колоколу 42-тонному вибрировали. Я сам как-то весь вместе с колоколом звучал. Это вот в Полоцке было. Пол как таковой еще не был сделан, перекрытие. Там была гидроизоляция, звукоизоляция, пенопласт там лежал. И вот помост Звонарский, он именно постепенно во время звона, значит, того, что там педали нажимаешь, двигаешься, под весом моим, он немножко провалился в пенопласт. И я стал своей головой находиться приблизительно на уровне большого колокола и средних колоколов. И я просто голова заболела. Звонарь должен стоять либо выше звукового кольца, либо ниже. То есть либо звук должен над головой проходить, либо как бы на уровне грудной клетки. Минимум 2 раза в месяц я выезжаю в командировки вот, либо на обустройство колоколен, либо на консультации по обустройству, где идет строительство и, допустим, доходит до колокольни, либо до яруса звона. Можно без веревочки, понимаете? Но для этого нужно уметь обвязываться колоколами. Ну, можно что-то навязать на локоть, можно что-то навязать на ногу, что-то можно навязать на туловище. Так, в принципе, испокон веков звонари и звонили. Поэтому и говорили, что с колокольный звон, если смотреть снизу на звонаря, кажется, что звонарь танцует. Концепция поменялась.